Новая должность для старых кадров. Человек выздоровел, восстанавливается. К муниципальной работе возвращается Александр Шахматов. Кому ремонт, кому проблемы. Если хотят, то делают или дальше вон туда, или обратно ее возвратят. Место есть. На улице 30 лет в ЛКСМ переносят остановки. Призвание учитель. Она самая хорошая, самая лучшая, и она очень добрая. Я люблю свою учительницу. Педагоги принимают поздравления с профессиональным праздником. Также расскажем, почему исчезла памятная доска Вячеславу Селиванову и куда срочно КАМАЗами вывозят землю и ПГС. Здравствуйте, в студии Татьяна Борисенко и время новостей на телеканале Пирамида ТВ. Начнем выпуск с информации об очередных кадровых переменах. В муниципальном предприятии сменился руководитель. Алена Костяная, возглавлявшая управление городским хозяйством, покинула сегодня этот пост. Сейчас она передает дела новому руководителю Александру Шахматову. Решение о перестановках в управлении городским хозяйством принято исполняющим обязанности руководителя администрации Игорем Сухоруковым. Отметим, что Александр Шахматов ранее уже курировал сферу жилищно-коммунального хозяйства. Он возглавлял отдел обеспечения жизнедеятельности и безопасности администрации города. Но в 2012 году отдел был ликвидирован. На его базе создано управление городским хозяйством, которое тогда возглавила Алена Костяная. В нем она продолжит работу и сейчас, но уже в качестве специалиста, а само ведомство ожидает перемены. Проблема заключается в том, что если хочешь, чтобы сделалось что-то хорошо, надо для этого создать условия. К сожалению, у них на сегодня слабая материальная база, слабая база по персоналу. Я четко понимаю, когда люди, у них есть возможность там и автотранспорт, и соответствующие подготовленные специалисты, вот тогда с них можно и должно спрашивать. В конце этой недели дорожники должны завершить ремонт улицы 30 лет в ЛКСМ. Таковы условия контракта. Торопясь выполнить свои обязательства, подрядчики работают усиленными темпами. Настолько быстро, что вызывает возмущение у жителей ближайших домов. Так, вблизи магазина «Рябинушка» теперь нет автобусной остановки. Место для посадки пассажиров перенесли на несколько десятков метров от прежнего. Перемены, однако, не нравятся людям, под окнами которых теперь будут останавливаться автобусы. Неприятный сюрприз для жителей. Остановку у магазина «Рябинушка» перенесли. Нет, не сам павильон, его здесь нет уже несколько лет. Дорожники изменили посадочное место. До него теперь придется пройти пешком несколько десятков метров. Всему виной, уверены люди, вот эта начавшаяся стройка. На этом месте планируется построить магазин. Строят 50-й ненужный магазин. Кому он? Там стоит без аренды пустой магазин. И этот еще. Зачем? Просто место, чтобы занять. Но раньше нас остановка устраивала. Она стояла там, где не было жилого такого дома, чтобы где-то причиняла вред. Может быть, люди и прогулялись бы до новой остановки, если бы не одно весомое «но». Новое остановочное место расположилось в аккурат под окнами жилого дома. Саму конструкцию еще не привезли, но, судя по этой картине, установят ее прямо на тротуаре. Остановка почти упрется в окна многоэтажки. Мне не нравится, что сделали остановку против моих окон. Она была там около магазина построенного, хорошая остановка и место. А здесь даже некуда будет поставить крышку какую-то, ведь остановки в городе должны быть закрытыми. Хотя где-то народ встать. А здесь у нас, неужели они мне под окна будут ставить эту остановку? Перенос остановки не связан со строительством магазина, ответили в администрации города. Хозяину будущей торговой точки и вовсе выдали предписание приостановить строительство, пока не будут собраны все разрешительные документы. Чиновники отправили корреспондентов к сотрудникам ГИБДД. Организация дорожного движения происходит под их контролем. Дорожный инспектор выехал с нами на место. По его словам, перенос остановки – требование безопасности. Автобусные остановки обустраиваются так, чтобы по ходу движения транспортного средства, например, вы едете на автомобиле. Первая остановка должна быть с левой стороны, вторая с правой. Это связано с тем, что при обустройстве, при надобности обустройства между ними пешеходный переход должен быть в безопасной зоне.
Появится ли между двумя остановками пешеходный переход, пока неизвестно. Но проводя ремонт улицы, строители учли новые требования уже сейчас, поэтому и перенесли остановку. Вызывает вопрос ее местоположение. Почему под окнами дома, а не дальше? Сотрудник полиции отвечает, это решение администрации. Здесь либо будет приниматься решение об обустройстве павильона из прозрачных материалов, чтобы не создавал помеху для солнечных лучей, либо он будет в границах, но со стороны проезжей части, за бордюрным камнем. Соответственно, будет выполнен подход. Ну, а людям-то придется так обходить его? Да, обходить. Ну, вы понимаете, такая застройка у нас уже. Здесь куда деваться? Выход из ситуации надо искать. И нарушать требования стандартов путем расположения автобусных остановок в нарушение требований стандартов тоже нельзя. Скорее всего, обрадовать жителей этого дома нам нечем. Когда бордюрный камень уже установлен, переделывать работы строители навряд ли станут. Людям остается надеяться, что в ближайшее время власти не найдут денег на остановочный павильон. Тогда света для их окон будет достаточно. Лилия Ифанова, Дмитрий Шевцов, Юлия Подрезова. Новости. И в продолжении темы вот такую картину видел наш оператор, производя сегодня съемки на улице 30 лет в ЛКСМ. Ничего, кроме смеха, этот кадр вызывать не может. Тротуар полностью перегорожен железной конструкцией остановки. Серьезного объяснения такому благоустройству найти сложно. Остановки, оказавшиеся прямо на тротуарах улицы, пешеходы вынуждены обходить. Кто по дороге, кто вдоль заборов. Почему перед ремонтом дороги строители не просчитали местоположение остановок? Непонятно. На этот простой вопрос и некоторые другие в отделе архитектуры ответа сегодня мы так и не получили. Остается всем городом от души посмеяться над творческим подходом к работе строителей и дорожников. КАМАЗы тоннами вывозят грунт и ПГС, не рассчитываясь за него. Куда и зачем, об этом после небольшой паузы.